замечаю то, что не хватает молодежи именно больше общения. Все-таки ребята 15-16 лет, да, но это детство еще. Ребята должны веселиться и должны, по крайней мере, пропитаться именно духом казачества. Что мне понравилось в Азове, я встретился с людьми, с ними. Ты говори, пожалуйста. Или сюда, сюда. Я тебе повернулся, да? Встретился вот с ребятами из Тюмени, даже на этом слете встретился, парни бравые, очень нравится их, как их подготовить. Именно духовно, то, что они вышли, они не боятся себя показать. Я смотрю, некоторые ребята здесь зажаты, они не могут взять, выступить спокойно на сцене, да. Хотя казак, он должен везде себя чувствовать свободно, да. Ребята, я смотрю, выходят, они никого не боятся, они не стесняются крики, не стесняются где-то встать, что-то предложить и так далее. Так же было в Азове. Парни с Тюмени вышли, они предложили, да, они организовывали вечерки. Здесь парни, мои ребята с Омска, ребята с Тюмени предлагают организовывать, другие подтягиваются. Но как бы это надо, я думаю, внедрить в массы, да, в народ. Люди не знают, что такое казачество, какие у нас традиции, устои, что мы можем дать вообще обществу. Но если мы хотим развиваться, надо общаться с обществом, надо общаться с социумом, внедрять конкретно казачий институт. Да? Хорошо. Мое личное предложение в будущем, если это слет, это не конкретно военно-патриотическое воспитание, да? Это должно воспитание духовное, по крайней мере для молодежи. Какие-то программы надо проводить, чтобы они не чувствовали себя только конкретно военными людьми, да? Они должны быть свободными. Казак, он свободен везде, всегда. Надо будет, он будет равным человеком служивым. Но в свободное время он должен и уметь веселиться, должен уметь работать. Я так считаю. То, что нужно некоторые мероприятия проводить именно в обществе. Уезжать в город, показывать, да, проводить те же самые вечерки, где-то какие-то концерты, общаться с молодежью. Потому что казачество на данный момент сейчас это спорт, это военно-патриотическое